Это программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Арктическая международная летняя школа стартовала в Северо-Восточном федеральном университете впервые в онлайн-формате. Мероприятие проходит с участием 8 стран мира. О том, какие проблемы Арктики и Якутии обсуждают в школе, мы узнаем у доцента кафедры международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения Дарьяны Максимовой. Дарьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, тема Арктики в последнее время стала ведущей в международной политической повестке. А насколько интерес к ней повысился у студентов или у молодых ученых? Вот что обсуждается в Арктической летней школе 2020? Ну, во-первых, надо сказать, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции мы проводим это онлайн через платформу Zoom. И очень интересно то, что количество участников даже стало больше, чем при очном участии, когда мы проводили в прошлый год. И здесь мы традиционно ведем разговор об устойчивом развитии Арктики. Причем надо отметить то, что большинство экспертов — наши якутские местные эксперты из разных ведомств, из, конечно, Северо-Восточного федерального университета и из наших партнеров университетов, это АГИКИ и АГАТУ. Да. То есть, далее, может, чуть подробнее расскажу, да, про тех, кто участвует. Но на самом деле очень интересно то, что вся Якутия объединилась для того, чтобы провести вот такую вот арктическую онлайн-школу. Ну, вы уже сказали, что в основном это наши якутские эксперты, но есть, наверное, и зарубежные. Вот более подробно можете о них рассказать? Уникальность вообще вот этой арктической летней школы и вообще летних школ, которые мы проводим, да, уже второй год, в том, что у нас как раз участвуют иностранные студенты. То есть мы делали акцент по привлечению иностранных студентов, то есть экспорта образования. И при этом получается то, что у нас идет это со стороны как раз вот участников, да, интерес иностранцев. А с точки зрения именно экспертов, которые ведут у нас иностранцев так таковых нет. Мы все говорим сами на английском языке. Наши лекторы якутские подготавливаются на английском языке. Плюс ко всему, да, надо, конечно, добавить, у нас есть несколько приглашенных экспертов. Это у нас проектный офис развития Арктики в этом году добавился в онлайн-школе, а также у нас в этом году будет исполнительный секретарь Арктического совета по коренным народам Анна Дегтева. А от ПАРы у нас будет Александр Воротников. И вот, кстати говоря, надо сказать, что вот наши эксперты, которые приглашенные, они сами также проявили интерес к участию. То есть мы рассылку делали по всем нашим контактам, и получилась вот такая интересная программа. Вот, с точки зрения участников, да, если интересуют иностранцы, 8 стран, действительно у нас участники представляют же тоже университеты. У нас не только студенты, но и профессора. Причем из разных стран, которые представляют и Арктику, да, это Канада, Швеция, Норвегия, но и европейские страны. Это Германия, Франция, Великобритания, если так вот по большим странам брать. Конечно, у нас есть и российский интерес, но все это на английском языке, еще раз подчеркну. А вот какие-то трудности возникают во время организации школы в онлайн-формате? Трудности, да, интересно, что трудности связаны именно с тем, как мы подготовку вели, да, что мы обычно привыкли, что в прошлом году у нас первая арктическая летняя школа проходила в Якутске на базе Северо-Восточного федерального университета. Также мы созвали всех наших экспертов, и к нам приходили очно, конечно, все читать лекции. Приезжало к нам достаточно много ребят, около 10 ребят из разных стран, в том числе из азиатских, из Южной Кореи, вот, из Японии. И получилось то, что мы программу построили так, что до обеда мы занимались, а после обеда мы уже ездили, смотрели какие-нибудь достопримечательности или объекты, которые связаны с арктическим развитием Якутии, в том числе Жатайскую судоверфь. Вот. А получилось, что вот
Эта часть программы у нас, конечно, ее не было в этот раз. И сложность именно в том, что мы подгадывали, в какое время выйти онлайн. Потому что у нас участники из Северной Америки, из Европы. С европейцами, если получалось, конечно, послеобеденное время обычно, да, мы планируем, то теперь у нас лекции начинаются в 9 часов вечера по якутскому времени. То есть это вот самая главная сложность. То есть технически только временной, наверное, такой разброс. Да. С точки зрения технического оснащения платформа Zoom работает достаточно быстро. Там есть функция перевода, хотя, опять подчеркну, многие Все лекторы сами говорят на подготовились английском. на английском языке. И да, Вообще вот сейчас изучением Арктики активно занимаются и другие вузы страны. Вот в этой связи насколько наш университет плодотворно и эффективно взаимодействует с представителями зарубежных стран? Есть ли некая конкуренция между вузами или наоборот преобладает стремление к объединению проводимых исследований? конечно, стремление к объединению проводимых исследований, к стремлению к партнерству. Очень хороший вопрос, потому что Северо-Восточный федеральный университет– это университет, который представляет как раз Север и Арктику. Да, и можно сказать, что все наши подразделения университета занимаются Севером и Арктикой в той или иной мере. Да, то есть нельзя сказать, что кто-то отдельно занимается, а кто-то нет. На самом деле весь наш университет, так как мы территориально находимся в Якутии, увлечен этой темой в разных областях. С точки зрения количества, если в целом говорить, да, у нас в университете 110 зарубежных партнеров, около 110 зарубежных партнеров. Вот. И, конечно, там присутствуют и арктические страны, 8 да, приполярных стран мы знаем, в том числе, конечно, и азиатские страны, которые проявляют интерес к Арктике. И вот надо сказать, что в последнее время эта тема стала настолько популярной, что выходят новые и новые партнеры. Также надо отметить, что у нас же в университете и в республике развивается сейчас образование, да, нового научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития», который будет в сотрудничестве Якутии, Магадана, Камчатки и Чукотки проходить на базе, кстати, и Северо-Восточного федерального университета. И вот здесь вот надо сказать, что это дополнительное подспорье для того, чтобы создать вот такой вот центр мирового уровня, где бы мы изучали Север и Арктику. Поэтому я хочу сказать, что у нас хорошие связи и хорошие стремления. В том числе, конечно, не надо забывать про университет Арктики, который изначально предоставляет программы для развития, да, вот такого вот и студенческого обмена, и профессорского обмена, и научного, конечно. К изучению Арктики и совместным проектам начали привлекаться такие азиатские страны, как Китай, Сингапур, Индия. Вот в каких сферах лежит их интерес к Арктике? Конечно же, Северный морской путь, природные ресурсы, эти два направления. Всегда говорим о том, что сейчас у нас происходит глобальное изменение климата, потепление климата, которое связано не только с экологическими проблемами, но и с возможностями экономического развития. А это, я уже сказала, развитие транспортного коридора, да, через Северный морской путь. И вот здесь вот наши азиатские партнеры, будущие возможные, они очень интересуются как раз вот возможностями прохождения, да, через российский вот такой вот проход, Северный морской путь. И у нас в Якутии есть порт Тикси, который считается наиболее перспективным. И по возможностям, и в целом даже вот нашу Нижний Бестях железнодорожную станцию рассматривает как будущее именно для развития Северного морского пути. Поэтому территория Якутии имеет очень колоссальный большой интерес со стороны именно азиатских стран для возможности, может быть, даже прокладки и железной дороги, и автомобильной дороги, и прохода по реке Лена до порта Тикси, например, да. Ну и, конечно, природные ресурсы. Это тоже такой интерес, который всегда был и будет. И на севере, мы знаем, у нас представлена очень обширная карта именно природных ресурсов.
Вот в этом году в северных и арктических районах Якутии наблюдалась небывалая жара, чуть ли не до 40 градусов. На днях российские ученые заявили о том, что изменение климата в Арктике повлекло за собой возникновение пожаров на этих территориях. Какие еще новые вызовы возникли в последнее время и могут стать предметом научных исследований? Да, изменение климата как раз тема, которая нас волнует именно в таких отдаленных участках, да, и действительно говорят, что пожары возникают из-за изменения климата. Небывалая температура высокая стоит сейчас именно в арктических территориях, да. Кстати говоря, вчера буквально прочитала то, что на Шпицбергене побит рекорд 1979 года, если я не ошибаюсь, и там стоит температура в 21 градус Цельсия плюс. То есть здесь это, конечно, очень интересный фактор, то, что, возможно, Северный Ледовитый океан освободится от льда раньше даже, чем прогнозировалось. Причем то, что по прогнозам 2000-х годов он должен был освободиться у нас к 2080 году примерно, да, на большую часть года от кромки льда у побережья. Да. Но когда вот корабли могут без ледоколов ходить. А здесь получается то, есть самый ранний прогноз американцев — 2035 год, что уже к этому году, возможно, Северный Ледовитый океан освободит свое побережье для прохода кораблей, может быть, чуть ли не круглогодичное использование. Сейчас, как мы знаем, корабли у нас чуть более 3 месяцев могут проходить без сопровождения ледоколов, и даже меньше иногда. И вот в этом году рекорды ставит температура. И к чему это ведет? Ведет это, во-первых, как я уже сказала, к таянию льда, а во-вторых, это ведет, мы все говорим про потепление климата, на самом деле ведет это к более дождливой погоде в будущем, к более мягкому зиме, кстати говоря, таких холодов может не быть. Вот. То есть получается более холодное лето и более теплая зима, если это прогнозы на будущее, да, по потеплению климата. Вот. Ну, рекорды, да. Последний рекорд по таянию льда в Арктике был в 2016 году. Но не могу не спросить про Северный форум, который пройдет в сентябре этого года. Как идет подготовка? Подготовка идет полным ходом. Как и в прошлом году, у нас основной организатор — это правительство Республики Саха-Якутия. Ответственный у нас Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Конечно же, скажу то, что это приоритетный проект с международной организацией «Северный форум». И тут «Северный форум» ведет основную часть по именно вот как программная дирекция, да, которая составляет и собирает всю программу. Ну и третий соорганизатор, как и в прошлом году, это Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. И здесь на университете полностью лежит именно такая программная задача по формированию программного комитета. То есть в этом году у нас продолжается такой старт, который был дан в прошлом году хорошо. В прошлом году к нам приехало, как мы помним, более 100 экспертов и зарубежных, и российских. Всего участников было около 700. И в этом году мы долго ожидали возможное очно-заочное участие. Пока у нас решено, что это будет тоже в основном в заочном виде, то есть онлайн. Но мы надеемся, конечно, то, что местные, якутские или кто-то, кто сможет все-таки приехать, мы могли бы, да, в рамках того, как нам разрешит Роспотребнадзор, в принципе, собраться и обсудить. По программе мы сейчас все формируем. Есть большой интерес от федеральных властей. Это Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации. Они даже говорят, что, может быть, устроят у нас свои площадки. Также у нас есть интерес со стороны Росконгресса. Более того, надо сказать, что иностранные партнеры, те, которые в прошлом году были, да, они не оставляют надежды, что они и онлайн смогут провести свои мероприятия. То есть это в том числе и азиатские страны.
Сейчас точно могу сказать, что это корейцы и японцы. Вот. Про китайцев мы еще думаем. И, возможно, про другие азиатские страны также надо подумать. У нас еще 2 месяца подготовки. По арктическим странам мы хотели бы в этом году задействовать более, наверное, в таком плане, да, обширном университет Арктики. Также мы хотели бы объединить, наверное, усилия именно по проектам. Есть очень хороший проект «Цифровизация. Наследие коренных народов Арктики», который в рамках Северо-Восточного федерального университета на кафедре ЮНЕСКО разрабатывается и собирается войти в пул проектов Арктического совета в рабочей группе по устойчивому развитию. Кроме этого, дети Арктики, хотелось бы тоже этот проект, да, осветить у нас. И вот ну, это как примеры того, что мы на что ориентируемся. И, конечно, я думаю, что в этом году правительство взяло в основном в свои руки. Здесь у нас есть новообразованный Конгресс-центр Якутии, который очень хорошо помог именно вот с точки зрения организационной, технической части. У нас сайт обновился. Если кому интересно, заходите на сайт nsdf.ru. Это у нас на английском как аббревиатура звучит, это Northern Sustainable Development Forum. Можете посмотреть обновления, которые там есть, новости, программу, информационное письмо. И приглашаем, опять же, да, участие, принимать активное наших экспертов и якутских, да, и российских, и зарубежных. Так что я думаю, что все будет хорошо. Числа проведения 27-30 сентября приурочено это к Дню государственности нашей Якутии. И как и в прошлом году, мы надеемся, что у нас будет и небольшая культурная программа, надеемся, пока. Но опять же предупреждаю что, конечно, пандемия коронавируса нового типа вносит свои коррективы. Будет как-то, да, будут коррективы. Да. Дарьяна Дмитриевна, в завершении нашей беседы расскажите о подготовке кадров в университете, которые в будущем будут работать в сфере международных отношений для развития арктического региона. Очень хороший вопрос, потому что как раз вы меня представили как доцента кафедры международных исследований, и наша кафедра как раз занимается подготовкой самых, что ни на есть, специалистов по Арктике, потому что наш профиль, который подготавливает по зарубежному регионоведению, это на самом деле политология, одно из направлений политологии, готовит по программе «Арктическое регионоведение». У нас магистратура называется «Арктическое регионоведение». Здесь мы изучаем зарубежные страны, зарубежный опыт, учим ребят, как будем как раз-таки, да, использовать этот зарубежный опыт. Но это больше гуманитарное образование, конечно, предупреждаю. Где дальше могут работать ребята, работать могут в разных сферах. Но главное, что, мне кажется, ребята начинают понимать, что есть другой опыт, который можно использовать где-то еще. Да? Вот. И как раз понимание, наверное, Арктики в нашей программе носит такой прикладной характер, который говорит, что Якутия же тоже у нас север и Арктика, да, и есть чем сравнить. С точки зрения вообще подготовки кадров в университете у нас, конечно, несколько направлений, несколько подразделений занимается подготовкой кадров. Если вообще говорить в целом про Арктику, то, наверное, надо сказать, что все подразделения. Вот если я говорю про несколько, то конкретные такие направления подготовки и программы, связанные с Арктикой, у нас существуют, допустим, в Институте естественных наук. У них в сотрудничестве с университетом Хоккайдо есть программа по устойчивому развитию Арктики. Также есть на факультете экономическом институте, финансово-экономическом институте есть программа по устойчивому развитию Севера, но в экономическом плане есть на юрфаке у нас программа «Арктическое право». Да? Также есть у нас, если все перечислять, у нас, я говорю, все подразделения занимаются подготовкой именно в этой сфере, да, и предметы ведутся
с таким уклоном, скажем так. Поэтому, если по кадрам говорить, для Арктики нужны будут все специалисты, начиная от, конечно, самых необходимых. Это у нас социальная сфера, это у нас здравоохранение, это у нас конечно же, образование, да, школах детей. Это, конечно же, у нас строительство дорог, строительство инфраструктуры в смысле вообще, да, зданий и всего, что нужно для жизни. Потому что, когда мы говорим про Арктику, мы часто думаем только о том, что в последнее время принято считать, что там вахтовый метод. Но на самом деле вахтовый метод, он же тоже предполагает, что должна быть какая-то социальная инфраструктура вокруг тех поселков, которые создаются. Да. Если мы говорим про человеческий капитал, который нужно развивать, да, на севере, чтобы местное население также могли быть приспособлены именно к новым условиям работы в Арктике, здесь, да, Северо-Восточный федеральный университет может сыграть ключевую, я скажу, роль. И вот здесь опять скажу то, что научно-образовательный центр «Север. Территория устойчивого развития» может именно в плане того, что это образовательный центр, помочь обучить кадры для развития именно Севера и Арктики в любой специальности, повторюсь еще раз. Дарьяна Дмитриевна, большое спасибо за очень интересную беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» с доцентом кафедры международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения Дарьяной Максимовой. Мы говорили об арктической международной летней школе, а также о проблемах, которые есть в арктическом регионе. Оставайтесь с нами.